Это не укладывается в голове. Прогрессирующий маразм удивляет каждого. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Фархорском районе задержан Самаридин Курбонов, брат находящегося за границей гражданского активиста Илхамджона Курбонова. Задержанного обвиняют в том, что он получал деньги у активистов одной из запрещенных в стране организаций и передавал их семьям осужденных оппозиционеров. Следственные органы причину задержания жителя Фархорского района Самаридина Курбонова не комментируют. Раджаби Перова, мать Самаридина Курбонова, сообщила, что ее сын в настоящее время находится в изоляторе временного содержания ОМВД города Куляба. Не разрешили видеться с ним. На здоровье Самаридин не жалуется. Его задержали после того, как кто-то из-за границы позвонил ему и попросил брать деньги у какого-то человека и передать детям заключенных. Самаридин говорит, что ни у кого никаких денег не брал. Адвоката у него нет, сказала женщина. Илхамджон Курбонов, живущий в одной из европейских стран, таджикский активист не исключает, что задержание брата связано с его политической деятельностью. По его словам, давление на его родных и близких в Таджикистане усилилось после того, как он участвовал в акции в защиту Абдулла Шамсидина в Берлине. Самаридин долгое время находился на заработках в России. В прошлом году он решил вернуться к своей семье и устроился на работу в местном фермерском хозяйстве. Его задержали по надуманному предлогу. Арест моего брата имеет политическую подоплеку, сказал Илхамджон Курбонов. Самаридин Курбонов женат, у него 2 детей. За последние годы суды в Таджикистане приговорили к тюремному заключению нескольких человек за получение денежных переводов от таджикской оппозиции за рубежом. Около года назад 5 родственников основателя запрещенной в стране партии исламского возрождения Таджикистана ПИФТ Саида Абдулло Нури были приговорены к различным срокам лишения свободы по обвинению в получении незаконных финансовых средств из-за рубежа. Верховный суд приговорил Нусратулло Саидова, племянника Нури, к 5 годам лишения свободы. Суд города Бахтар отправил за решетку Нурулло Саидова, младшего брата Нури, и его сына на 5,5 лет. А сваты Нури, Сайвали Ризоев и Зухурбек Хаджаев были приговорены к 6 месяцам лишения свободы. В 2020 году суд столичного района Исмаили Самани приговорили Асраридина Розикова, сына Зубайдулло Розикова, находящегося в заключении члена запрещенной ПИФТ, к 5 годам лишения свободы. В конце того же года 80-летний Даниёр Набиев, житель района Рудаки, был осужден к 7 годам заключения по обвинению в экстремизме. Пожилого мужчину признали виновным в том, что он получал деньги у активистов запрещенной ПИФТ и передавал их семьям осужденных членов исламской партии. Задержание и заключение Даниёра Набиева в тюрьму вызвали осуждение международных правозащитных организаций. 23 апреля 2021 года власти были вынуждены освободить пожилого человека из колонии. Власти Таджикистана считают преступлением любое сотрудничество с находящимися за пределами страны сторонниками оппозиционных партий и групп. Оппозиционеры действия силовых структур расценивают как преследование своих родственников, находящихся в Таджикистане. Как вы относитесь к такой ситуации? Поддерживаете ли вы такую деятельность наших властей или нет? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.